Добрый день, в эфире новости, в студии Джангал Мырзаду и Шинбекова. Начальство Ошской милиции обещает, что расследование по факту угроз милиционеру со стороны членов ОПГ будет под ответственным контролем. Накануне, напомним, адвокат оперуполномоченного Ошского УВД рассказала, что ее подзащитному грозят расправой кримавторитеты, подельники задержанного на данный момент члена ОПГ по кличке Казах. Несмотря на заявление, которое милиционер подал начальству, следователь, как утверждает юрист, прекратил дело по команде руководства следственного отдела. Об этом адвокату милиционера он сказал по телефону. Аудиозапись юрист предоставила СМИ, к которым ей пришлось обратиться, так как добиться помощи со стороны ни руководства правоохранительных органов Аша, ни местной прокуратуры она не смогла. После она обратилась к центральному аппарату в Бишкеке, чтобы это дело взяли на контроль. Продолжение переговоров межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы идут в Бишкеке. Накануне об этом сообщил вице-премьер-министр Джениш Разаков. По его словам, делегации двух стран сегодня должны согласовать определенные к обмену участки. С нашей стороны, по его словам, предложены участки Арык-Асты в селе Аксай-Баткенского района и Самаркандек в селе Самаркандек. Таджикистан также рассмотрел некоторые территории и собирается предложить 3 или 4 варианта обмена. Чиновник, который обвиняет народ в продажности, должен уйти в отставку. Депутат Джанар Акаев потребовал от Джениша Разакова извиниться перед людьми и уволиться. Он возмутился, что чиновник накануне назвал митинг, который провели в столице баткенцы, проплаченным. Люди, как отметил депутат, уже от отчаяния приехали к чиновникам за помощью, рассказали свою ситуацию и как на самом деле работают чиновники по решению этого болезненного приграничного вопроса. А вместо того, чтобы прислушаться к словам местных жителей, вынужденно живущих в состоянии постоянных конфликтов с соседями, на них перекладывают вину и арестовывают, обвиняя в подстрекательстве. Вице-премьер-министр Джениш Разаков. Он должен попросить прощения у народа, либо отвечать в суде. Он должен ответить за свои слова. Нет фактов, что акция была проплаченной. Люди приехали из Баткена, простой народ высказал свои требования властям на законных основаниях. Не было радикальных заявлений. А Разаков говорит, что они были проплаченными. Это оскорбление народа. Спустя месяц простоев наших перевозчиков на границе с Казахстаном, чиновники от правительства наконец приехали к дальнобойщикам. Вице-премьеры Джениш Разаков и Замирбек Аскаров накануне переговорили с водителями фур. По их словам, в данное время разногласия пытаются уладить на межправительственном уровне, так как, по их заверениям, казахские службы в одностороннем порядке ввели дополнительные требования и проверки в отношении наших грузов. Перед КПП «Актелек» в данное время количество машин, пытающихся переехать границу с Казахстаном, преимущественно для транзита через эту страну, колеблется от 70 до 100 машин. По словам водителей, представители комитета по доходам Казахстана предъявляют претензии к грузосопроводительным документам и требуют установку электронных пломб. Водители говорят, пересекают границу машины с казахскими номерами. Они стали очевидцами, что иностранные большие грузы до КПП сопровождают сотрудники патрульной милиции нашей республики. Факт подтвердился. Выяснилось, что в данное время 3 сотрудника дают пояснения по этой ситуации службе внутренних расследований МВД. Милиция ищет женщину, которая ударила по животу беременного врача 3-й детской больницы. Это второй случай за последнее время, когда пациенты устраивают скандал и избивают медиков. Накануне очередная родительница стала указывать врачам, как им лечить ее ребенка. После того, как ей отказали в госпитализации, выписав рецепт на лечение ангины, которую диагностировали у малыша, мамочка стала оскорблять грубыми словами докторов и администрацию приемного отделения. А увидев, что ее снимают на телефон, выхватила аппарат, начала толкать и бить доктора. Последняя находится в положении, ее пришлось госпитализировать с угрозой выкидыша. На основании заявления в милицию правоохранители начали поиски агрессивной гражданки. Начато досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство». По факту нанесения телесных повреждений назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка.
Между тем, сестра агрессивной пациентки Мира Алимова заявила, что они намерены подать в суд на медиков и журналистов. По ее мнению, всю эту ситуацию представили необъективно. Она заявила, что это медики первые начали грубить ее сестре, которая просила помощи для ее маленького сына с температурой 39 градусов. Родительница была сильно напугана тем, что ее ребенок в таком состоянии. Тем более, что у него часто случаются судороги, и он стоит на учете у невролога и гематолога. В прошлом году он якобы уже провел 2 недели в реанимации из-за халатности медиков. Направление на госпитализацию им дали в районной больнице, но там их отказались принять и направили в инфекционку. Обратившись туда, ребенка положили на лечение. Родственница уже написала заявление в милицию. В больнице сообщили, что разбираются в инциденте. Еще 3 человек отравились угарным газом в Сузаке. Женщину и 2 ее детей нашли мертвыми в доме лишь на 2-е сутки. Соседи говорят, что за день до этого заходили к ним, стучали, но никто не открыл. Подумали, что никого нет. Однако после выяснилось, что из печи ночью в комнаты поступал угарный газ. Мать и 2 детей, надышавшись им, погибли. Смерть наступила в минувший понедельник. Супруг, который в данное время находится на заработках в России, не мог дозвониться до родных. Позже узнал, что жена и дети 5 и 7 лет скончались. Погибших уже 9, зараженных 440 человек. Новый тип коронавируса 2019 НКО выходит за пределы Китая. Большинство случаев зарегистрированы в городе Ухань, однако заболевшие уже выявлены в Пекине и Гонконге, а также более чем в 10 китайских провинциях. Вирус также подхватили 14 медиков, контактировавших с пациентами. Заболевшие есть в Тайване, в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражение выявили в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Уже точно установлено, что вирус передается от человека к человеку. Масштабы и опасность распространения обеспокоила Всемирную организацию здравоохранения. Там намерены провести экстренное заседание чрезвычайного комитета. Оно пройдет сегодня в Женеве. Между тем, российские вирусологи заявили, что разработали 2 независимых средства для диагностики. По их словам, одно выявляет непосредственно новый коронавирус, а второе может использоваться как для диагностирования заболевания, вызванного коронавирусом, так и для выявления другого опасного недуга – атипичной пневмонии. Притон опечатали, сутенерш задержали. 3 женщин обвиняют в похищении и насильственном вовлечении в занятия проституцией несовершеннолетней девушки. Однако милиция занялась поиском пострадавшей только после того, как ее тетя дважды написала заявление в правоохранительные органы. Женщина сначала сообщила, что неизвестные силой заставляли ее племянницу с проблемами психического здоровья работать в притоне. Но не дождавшись результатов от милиционеров, она пришла со 2-м заявлением о похищении. Выяснилось, что девочка из Каракола. Оттуда малознакомые организаторши борделя силой увезли ее в Бишкек. По итогам оперативно-розыскных работ все 3 подозреваемые задержаны. Дефицит – нечастое явление в век рыночных экономик. Однако автолюбители столкнулись с проблемой. Автогаз, на котором работают их машины, не найдешь. Вот уже сколько дней одна за другой заправки вывешивают таблички, что газа нет. И водители пускаются на поиски топлива, чтобы не остаться без средств передвижения. Есть спрос, растет цена. Самый выгодный вид топлива теперь продают по 22 сома и 80 тиинов за литр. Причина, говорят нефтетрейдеры, связана с соседями. Именно из Казахстана в республику импортируют сжиженный газ. Когда разрешится ситуация, выясняла Анастасия Соболева. И здесь на табло нули, и там нули. На заправках газа нет. Такую картину пару дней наблюдают водители, которые заправляют своих железных коней именно таким видом топлива. Закончились запасы. Мы побывали на нескольких заправках, расположенных в разных частях города. Компании разные, но беда одна – в наличии нет автогаза. Сотрудники заправок не могут объяснить, в чем причина. Интернет-приложение с навигатором подсказывает. Есть газозаправочная станция в микрорайоне Джал. Едем туда. На этой ГЗС очереди. Водители из вереницы говорят, что такая картина наблюдается последние несколько дней. Не сумев заправиться на привычных точках, многие рассказывают, что колесили по всему городу, прежде чем нашли ту редкую станцию.
станцию, где остались небольшие запасы этого топлива. Авто, которые ездят на газе, становится все больше в силу экологичности и более дешевой цены. Многие последовали рекомендации чиновников и специально переоборудовали машины, установив такие системы. Можно заправить и бензином, говорят они, но газ-то дешевле. Я вот ехал с микрорайона 12-го, 3 дня дома лежал, не было газ. Вот 3 дня как вышел на такси. А у вас только на газе машина ездит или на бензине И тоже? на бензине, и на газе. А почему газ выбираете? Да, подешевле, потому что, как вы все знаете, бензин дорого. Смысла нету по городу ехать на бензин. А вы только одну заправку нашли в городе, где есть газ? Ну, по крайней мере, в этом районе вот 12-м нету, 11-м нету, 7-м, 10-м нету. Вот в этом только вот приехал, джал. Очередь большие. Звонят, спрашивают. Ну, я, да, со знакомыми созваниваюсь и узнал, что здесь газ есть. Ну, газ день за днем уже начали дорожать. Да. Цена уже приближается к бензину. Газ по 22 сома 83 залили, а раньше мы заливали по 19 сомов. Недавно, вот 2-3 дня назад, заливал по 20 с чем-то тыин, а сегодня уже почти 23 сома. Насколько вам хватит газа? На 3 дня. А тяжело ли найти вообще заправки в Бишкеке? Сейчас в последнее время, видите, везде газа дефицита и нигде нету газа. Вот придется вот так и ждать. В ассоциации нефтетрейдеров успокаивают. Обещают решить вопрос до конца недели. Бизнесмены ожидают поставок из Казахстана от основного экспортера ГСМ в регионе. Разгрузку начнут вот-вот. Отметим, по закону бензин и другие виды топлива завозят к нам по железной дороге. По контрактам, которые были заключены в декабре, там была задержка по отгрузке. Из-за того, что Казахстан поднял цены на автогаз. Казахстан в прошлом году модернизировал свои нефтеперерабатывающие заводы, и у них объем производства был. До этого они таким большим импортом не занимались, они внутреннюю потребность свою обеспечивали. И с прошлого года они предлагают всем соседям уже профицит, который у них появился. У них сейчас спрос увеличился и подняли цены на горюче-смазочные материалы. Вследствие чего наши нефтетрейдеры пока вот эти экономические аспекты обсуждали, договаривались. Какое-то время было упущено, и в связи с тем, что эти отгрузки были на сегодняшний день, они со вчерашнего дня буквально отгрузки возобновились. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы не могут обеспечить нужды населения горюче-смазочными материалами, говорит Канат Ишатов. Между тем, за последние несколько лет в стране увеличилась потребность в сжиженном газе. На сегодня это объем в 60 тысяч тонн. Это примерно 10% от потребности в бензине. Стало больше заправок. Вместо 30 теперь 60 точек. Наладить поставки в ассоциации обещают. А вот цены на автомобильный газ и другие виды топлива будут зависеть от условий рынка. Анастасия Соболева, Сардар Ашарбаев, НТС. 30 тысяч евро фальшивыми купюрами обнаружили сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе спецоперации в столице пресекли канал сбыта фальшивых денег. Банкноты поступали в Кыргызстан из Турции. Изъять деньги получилось при попытке сбыта одним из членов группировки, причастной к каналу поставки фальшивых денег в Кыргызстан. Досудебное производство уже начали, устанавливаются и другие лица, возможно, причастные к данному преступлению. Попасть в США гражданам нашей страны, вероятно, станет сложнее. Правительство Дональда Трампа рассматривает введение ограничений на въезд жителям еще 7 государств, в их числе и Кыргызстан. Ранее с подачи администрации президента ограничения на выдачу виз в Соединенные Штаты ввели для Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи. Теперь к ним, вероятно, добавятся Беларусь, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Кыргызстан. Пока речь не идет о полном запрете для посещения США. Однако в информации, которую опубликовал The Wall Street Journal, отмечается, что эти ограничения могут быть применены к определенным типам виз, например, деловым или гостевым. Американские СМИ уже отметили, что расширение списка – одна из стратегий Трампа в предвыборной кампании, так как он снова сделает акцент на антимигрантскую политику. По данным Государственного департамента США, в прошлом году уровень отказа от туристических и деловых виз для граждан Кыргызстана составил 67,7%. Это очень высокий уровень и сравним с такими странами, как Афганистан.
И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.